Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Очень много есть благих деяний. Есть намазы, есть ураза, но также одно из благих деяний, которое приближает нас к милости Всевышнего Аллаха Тааля, это курбан. Курбан так и переводится приближение. Приближение к кому? Ко Всевышнему Аллаха Тааля. Аллах Тааля в Коране говорит: в ваших курбанах очень важный должен быть критерий. Курбан, он должен быть ценен для вас. Поистине Аллах Тааля принимает то, что ценно, и то, что имеет место в вашем сердце. Не будет принято перед Всевышним то, что для вас не ценно. Аллах Тааля в Коране говорит, что перед Всевышним очень важный критерий при заклании курбана – наша богобоязненность, наше поклонение и то, что мы делимся тем, чем Аллах Тааля нас наделил. Многие люди сомневаются, заколоть, не заколоть, сделать нам жертвоприношение или не сделать. Вроде в прошлом году делали, а зачем в этом году делать? Ученые говорят, что есть категории лиц, которым курбан принести в жертву животное является обязательным. Первое условие – это чтобы человек не был путником. Второе условие – чтобы он был свободным человеком. Третье условие – это как раз, чтобы у человека была финансовая возможность. Финансовая возможность исчисляется из количества денег. Если у человека на сегодняшний день есть около 16 тысяч, это рассчитывается из нисаба серебра, то ему становится курбан выполнить уже обязательным. И выполнив курбан, он приближается ко Всевышнему Аллаху Тааля. Таким образом, он благодарит Всевышнего Аллаха Тааля за те блага, которыми он их наделил, и увеличивается его пропитание. Человек, который приносит жертву перед Всевышним Аллаха Тааля, прощается много грехов. Он приближается ко Всевышнему Аллаху Тааля. И этот курбан станет проводником его через мост Сират в судный день. Поэтому очень важно обратить внимание на наши сердца, нашу искренность, чтобы эти курбаны были искренними ради Всевышнего Аллаха Тааля, и Аллах Тааля непременно увеличит наш удел, увеличит наше пропитание, увеличит наше духовное и материальное богатство. Пусть Аллах Тааля даст нам ощутить сладость, ощутить радость этого праздника, так как мы закланиваем не для мяса, не для того, чтобы потом дома употреблять это мясо, а мы закланиваем ради Всевышнего, ради довольства лика Творца. И делим этот курбан на 3 части. 1/3 для нуждающихся, 1/3 для близких, друзей, родственников, соседей, 1/3 можно оставить для семьи, а также можно раздать весь курбан нуждающимся, и это тоже очень является благостным делом. Пусть Аллах Тааля примет наши курбаны, пусть Аллах Тааля сделает так, чтобы наши курбаны обрадовали нас в этом мире и в следующем мире. Также не нужно забывать, что на курбан приносится в жертву или корова, или верблюд, или барашки, или козы. Все животные, они должны быть здоровые, полноценные, без каких-либо изъянов. А также корова от 2 лет и закалывается от 7 человек. Барашек или коза, они закалываются от 1 человека, от 1 года. Должно быть их возраст. Поэтому Аллах Тааля пусть нас удостоит чести совершить курбан и таким образом приблизиться к милости Творца. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.